Здравствуйте! В эфире программа «Радио Азатлык. Говорим открыто». Сегодня мы поговорим об информации и средствах ее распространения. Продвижение культа личности, пропаганда мнимых достижений, жесткая цензура, новостной вакуум, замалчивание проблем, преследование журналистов и враг интернета – все это о Туркменистане и его информационном пространстве. Сегодня мы поговорим о существующих проблемах, новых тенденциях, роли социальных сетей и активности аудитории. Наши гости – основатели популярных независимых медиаизданий «Хроника Туркменистана» и «Туркмен-Ньюс» Фарид Тухпатуллин и Руслан Мятеев. Руслан, Фарид, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. А давайте начнем беседу с новостного повода, касающегося туркменских СМИ. Объединение сразу нескольких государственных печатных изданий. Сообщается, что для экономии бумаги. На мой взгляд, это все-таки какое-то движение в туркменской прессе, которое годами находится в таком застывшем состоянии. Что вы думаете по этому поводу, Фарид? Я думаю, это не только прессы касается. Действительно, сейчас экономическая ситуация достаточно тяжелая, и мне кажется, просто правительство вынуждено как-то экономить на всем. Я знаю, что сейчас идет подписка, и первый вариант был, что все газеты и журналы будут в электронном виде. И людей заставляли платить вот за электронные СМИ, которые они будут получать. Но, во-первых, не у всех, скажем так, есть гаджеты, которые могли бы знакомиться с этим новым видом для Туркменистана. Во-вторых, просто интернет в Туркменистане настолько слаб, что он просто не потянет реально, да и специалистов нет. А потом им сказали, что все-таки бумажная версия будет. Но это тоже вилами на воде писано, поэтому я, например, больше связываю это именно с экономической проблемой. Руслан, по твоему мнению, с чем связана эта оптимизация печатных СМИ Туркменистана? Я согласен с Фарид Зульфатовичем. Это в первую очередь, мне кажется, экономические причины, потому что мы знаем, что Туркменистан уже не первый год находится в глубочайшем экономическом кризисе, а переход на цифровое распространение печатных изданий под соусом этой цифровизации на самом деле и скрывается желание сэкономить деньги. Я уже об экономическом кризисе упомянул. Сегодня, допустим, к нам поступила информация о том, что родители туркменских студентов, которые обучаются за границей, им снизили сумму, которую они могут пересылать своим студентам. Если раньше это через Western Union, если раньше эта сумма составляла $200, то сейчас это снизилось до 100. То есть это тоже еще один признак того, что в экономике и с финансами у страны не все хорошо, и они изыскивают любые способы сэкономить. И в том числе и на прессе, которую, так случилось, что мало кто читает, скажем. Но для кого все эти многочисленные средства информации в стране? Напомним, что в Туркменистане более 60 печатных изданий, около 7 телеканалов и несколько радиоканалов. Все это сообщает одно и то же. На ваш взгляд, для чего все это? Для кого это? Хороший вопрос, очень хороший вопрос. И, честно сказать, я на него ответа не знаю. У нас сложилось так, что по любому поводу создается новое какое-то печатное издание, журналы, газеты. Журнал «Дияр» выходил, другие, журнал «Возрождение» был. Это, по сути, действительно, это все одно и то же, но, видимо, требование президента усилить донесение информации до общества, оно реализуется именно таким способом, открытием новых печатных изданий, вместо того, чтобы развивать, допустим, или дать свободу, по сути, уже существующим печатным изданиям, чтобы они, были интересными, чтобы их население покупало не по принуждению. Вместо этого всего они решают, видимо, находят решение в том, чтобы запустить очередное новое издание. Фарид, ты хочешь что-нибудь добавить? Мне кажется, мешает тот самый бэкграунд, то есть они учатся только у того, что было при Советском Союзе. То есть это печать должна быть, это оружие пропаганды,
Да, конечно, сейчас качество даже по сравнению с советской печатью намного ниже у нас, но просто это вырождается, но вот отказаться от этого они не могут. Так было заведено, так должно продолжаться дальше. Особого смысла в этом нет. Я согласен с Русланом, что никакой конкуренции между этими многочисленными СМИ нет, ни телевизионными, ни печатными, и быть не может. Просто они поделили по сферам, по специальностям, и каждое министерство должно что-то издавать. Вот это вырождается вот в такое вот многочисленное, но столь же бессмысленное медиа. Давайте сделаем сейчас небольшой экскурс к истории создания туркменских печатных изданий, а потом продолжим нашу дискуссию. Первая газета на территории Туркменистана начала издаваться 12 января 1895 года на русском языке. В газете «Закаспийское обозрение» публиковались приказы военной администрации Закаспийского региона, новости России и местные новости. Газета находилась под строгой военной цензурой. В 1899 году в Ашхабаде начала издаваться русскоязычная газета «Ашхабад». Обе эти газеты существовали до 1918 года. После установления советской власти в регионе в 1917-1919 годах начали публиковаться газеты «Трудовая жизнь», «Известия», «Сада и Фукара», «Утренняя звезда» и «Наша жизнь». В 1920 году была создана газета «Красная армия», в 1924 «Туркменистан» и «Туркменская искра». Позже Туркменистан стал газетой «Советский Туркменистан», а после обретения страной независимости в 1991 году газета была переименована в «Туркменистан». До 1930-х годов были основаны газеты «Крестьяне», «Молодой коммунист» и еще несколько газет. За годы советской власти в Туркменистане было создано множество центральных и местных изданий. В Туркменистане, говорит Ашхабад, прозвучало в радиоэфире в ноябре 1927 года. Телеграфное агентство Туркменистана, государственное информационное агентство, было создано 12 декабря 1924 года. В 1972 году оно стало агентством «Туркменинформ». После обретения страной независимости оно сначала переименовано в «Туркменпресс», а затем ТДХ, Государственное информационное агентство Туркменистана. В 1960 году была введена в эксплуатацию телебашня, построенная в 1958 году. Как отмечают наблюдатели, СМИ в Туркменистане всегда использовались властями в качестве инструмента пропаганды. В эфире программа «Радио Азатлык». Говорим открыто. Сегодня мы беседуем с основателем «Хроники Туркменистана» Фаридом Тухпатуллиным и редактором «Туркмен Ньюс» Русланом Мятеевым. Мне бы еще хотелось поговорить об одной такой отличительной, пикантной, что ли, особенности печатных изданий Туркменистана. Это в избытке присутствует и в других СМИ, но в печатных это особенно заметно. Речь идет об изображениях президента. Изумляет и чрезмерное количество, и несоответствие всего этого статусу главы государства, и имитации, позирования. Это выглядит и гротескно, и даже забавно. Если бы не одно обстоятельство, мы знаем, что были случаи, когда сотрудников госучреждений заставляли вырезать фотографии президента, вклеивать их в специальный альбом, потом демонстрировать руководству. Также, когда людей преследовали за нецелевое использование газет, например, в туалете, что происходит, по вашему мнению, в стране вот в этом контексте? Зачем тогда публикуют так много фото и усложняют людям жизнь? Мне кажется, просто самовлюбленность туркменского президента, наверное, этому причиной. И другое, естественно, окружение, оно уже со времен Туркменбаши приучено, что любое настроение, любое пожелание президента должно исполняться беспрекословно. И, как туркмены говорят, то есть приносят папаху вместе с головой. Это, конечно, перебор, но это перебор, который нравится президенту. Насчет газет, вы говорили, я сейчас вспомнил такой нюанс во времена Ниязова. Я когда сидел в СИЗО КГБ, как раз со мной сидели люди, которых обвиняли в покушении на попытку
попытку покушения на президента Ниязова. Там был общий туалет, извиняюсь за подробности, и газеты с изображением Ниязова использовались. И охрана, естественно, это знала, но никаких дополнительных из-за этого проблем у нас не возникало. То есть они с пониманием к вам отнеслись, да? Видимо, да. Потому что это все-таки бумага. Да, это все-таки бумага, это не относится непосредственно к президенту, а сейчас настолько это все гипертрофировано, что дошло и до этого. Руслан, что ты думаешь по поводу этой ситуации с портретами и со всем этим абсурдом? Это на самом деле абсурд, это какая-то наивысшая ступень самовлюбленности и культа личности. В 2017 году в Ташкенте на конференции ОБСЕ я как раз на эту тему и говорил. Там был номер, я не помню за какой год, по-моему, за 2012 или 2013. И прям, вся газета «Нейтральный Туркменистан», которая обычно выходит на 4 полосы, тут они ее напечатали на 8 полос. И президент в этот день открывал, если мне не изменяет память, Ледовый дворец. Так вот, там его фотографии были чуть ли на всю полосу, и никакой смысловой, по сути, нагрузки эта фотография не несла. Там он просто улыбался или стоял, смотрел в камеру, держал клюшку или что-то еще, и они разбили текст этими огромными и большим количеством фотографий, и коллеги, конечно, журналисты в Центральной Азии, издатели, редакторы, они сильно удивились этому. И вообще на Западе, я учился западной журналистике, там такое не принято, там каждый клочок газетного места стоит бешеных денег, и чтобы опубликовать фотографию такого размера в газете, нужен очень хороший повод, и не просто так приклеить туда фотографию президента, который улыбается, и все. Но это опять-таки говорит о том, что СМИ Туркменистана, печатные издания, они больше используются для, чтобы понравиться, чтобы угодить. Нету никакого особого новостного смысла за всеми за большинством из этих публикаций, и это делается все в угоду одного человека, не более того. То есть угодить не аудитории, да, как это принято во всем мире, заинтересовать ее, а наоборот. Естественно, да, они знают прекрасно то, что газеты раскупятся по-любому, деньги на подписку берутся у населения, у бюджетников и у частных предпринимателей тоже. Они знают, что все это субсидируется, и журналисты, и корреспонденты, и редактора, они будут продолжать получать свою зарплату. То есть тут не стоит вопрос о том, что, ребята, если вы не сможете продать, то у вас зарплата будет меньше, да? Поэтому делайте свой контент лучше, старайтесь. Тут речь об этом вообще не идет. У них есть определенная повестка, которой они должны следовать, и они знают прекрасно, что зарплата будет и завтра, и послезавтра. Фарид, Руслан, вы управляете наиболее популярными новостными сайтами по Туркменистану. Расскажите о своей аудитории и существующих проблемах. Какие проблемы у вас есть на сегодняшний день? Фарид, пожалуйста. Да, у нас наш сайт, он получился, что это наш побочный продукт. То есть мы, когда начинали работу, это у нас был только мониторинг ситуации с правами человека, и наши коллеги из Туркменистана передавали информацию. Потом, оказавшись здесь за пределами, я понял, что информации вообще о Туркменистане очень мало. И мы решили с коллегами, что они параллельно мониторингу именно с правами связанными будут передавать любые интересные факты, свидетельства. И с этого началась наша работа. И сейчас этот побочный продукт, он превалирует фактически над нашей работой. Хотя, конечно, работа, связанная с правами человека, она более приземленная и не очень видимая. И так и должно быть. А что касается нашего сайта, да, может быть, я не профессиональный журналист, и профессиональных журналистов в нашей среде нет, этому всему пришлось учиться, но результата мы достигли, я считаю, неплохого, потому что очень большой индекс цитирования, в том числе среди крупных, известных зарубежных медиа.
что помогает нам в работе по advocacy, то есть продвижение нашего контента именно с точки зрения прав человека, что на нашу страну, на наш режим обращают достаточно большое внимание, то, что называется международным сообществом. И это, конечно, помогает нам в нашей работе, и мы стараемся и дальше развивать, делать более профессиональные вещи, включая и иногда сатирические видео, благо президент дает это как бы основание. Ну и информация, конечно, тоже мы получаем, публикуем, и она востребована. Руслан, расскажи, пожалуйста, об особенностях деятельности вашего сайта. Трудно работать, вы прекрасно тоже это знаете, трудно работать в условиях Туркменистана, где вся страна фактически утыкана камерами, где прослушка телефонных разговоров, интернет-сообщений ведется в круглосуточном режиме, где нельзя, невозможно доверять ни своему коллеге, ни своему родственнику, ни своему соседу, ни другу. Власти бдят, спецслужбы бдят, к сожалению. Есть случаи, когда и страдают корреспонденты, и журналисты, и просто источники. Очень сложно работать, тем не менее мы пытаемся на ежедневной основе публиковать какие-то эксклюзивные вещи, и также обращаем внимание на нарушение прав человека. Вот недавно мы выпустили довольно-таки продолжительный ролик о детском труде на базарах, где мальчишки от 8 лет и старше, порой зачастую пропуская школу, вынуждены зарабатывать себе на жизнь и поддерживать свои семьи тем, что вот они толкают тачки, тяжелейшие тачки. Там порой до 100 килограммов доходят вот эти грузы, десятки арбузов, дынь, овощи, рис и так далее. Все это они перетаскивают, по сути, на своих плечах, вот, и тем самым зарабатывают себе на жизнь. Мы также наблюдаем за ситуацией вокруг использования принудительного труда бюджетников на хлопковых полях. Это очень большая проблема в Туркменистане. И на основе вот этих подобных публикаций какие-то правительства западных стран, например, какие-то другие заинтересованные стороны в Европе, в международных организациях, они на основе нашей информации, на основе информации коллег публикуют какие-то свои отчеты или рекомендации. Вот благодаря, например, последовательному мониторингу использования принудительного труда наша страна, к сожалению, уже сколько лет находится в низшей ступени Госдепартамента США по торговле людьми в мире. Это очень плохое, конечно, известие, но, тем не менее, мы также наблюдаем, что власти Туркменистана, например, не делают ровным счетом ничего, чтобы исправить эту ситуацию. С 2018 года туркменский текстиль и хлопок запрещен в США. Это очень большое упущение, очень большое. Там потенциально миллионы долларов могли бы поступать в казну туркменскую, да, особенно сейчас, когда жесткий очень кризис экономический. Но, тем не менее, они либо не хотят менять ситуацию, либо они не могут менять ситуацию. Я думаю, что, скорее всего, не хотят, потому что было бы желание. И вот события в соседнем Узбекистане показывают, хотя правозащитники узбекские не сильно особо довольны этими изменениями, этими реформами в стране у себя. Тем не менее, вот узбекские власти нашли политическую волю, хотя бы сесть за стол переговоров. Отреагировали на эти санкции, которые были против Узбекистана также. Конечно, и им пришлось потом сесть за стол переговоров с теми же активистами, которые мониторили принудительный труд в Узбекистане, и составлять какую-то дорожную карту, искать выход из положения. И, тем не менее, это состоялось, и это приветствовалось во всем мире, и в Евросоюзе, и со стороны компаний, и в США. Туркмены пока к этому не готовы, но я уверен, что придет время, когда им также придется сесть за стол переговоров и сказать: да, ребята, проблема есть, и мы готовы ее решать, помогите нам. Но что касается Узбекистана, здесь речь шла об экономике, о деньгах. Но почему туркменское правительство не делает это, на ваш взгляд?
туркменское правительство не делает это потому, что само туркменское правительство, и под этим выражением я подразумеваю непосредственно семью Бердымухамедова, они, как говорится, в шоколаде, они катаются в масле, им вот эти проблемы, они где-то, знаете, вот как говорят, за МКАДом. Это где-то далеко, это к нам не относится. И, по сути, остальная часть общества, вся экономика, по сути, Туркменистана, она брошена, вот, как хотите, так и управлять. Это все отдано, на мой взгляд, лично мое мнение, это все отдано под контроль вице-премьеров. И если где-то потом до президента дойдет, что в какой-то сфере есть какие-то недоработки или упущения, просто чиновники меняются местами, и никакой фактической реформы не происходит. Я тут хотела добавить еще свое мнение по поводу публикаций в независимых СМИ, по поводу практики использования принудительного труда, и детского труда, и этих очередей, и дефицита продовольствия. Все это действительно очень важно. Очень важно то, что собирают ваши организации, а другие независимые СМИ публикуют, потому что это и есть реальная жизнь в Туркменистане. Эти проблемы, которые не затрагивают государственные СМИ. В эфире была программа «Радио Азатлы. Говорим открыто». Мы говорили об информации из СМИ с основателями независимых медиаресурсов «Хроника Туркменистана» и «Туркменньюз» Фаридом Тухбатуллиным и Русланом Нятиевым. Это первая часть дискуссии. Смотрите продолжение. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайки и поделиться. До новых встреч!